Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде Казспорт алаңы бағдарламасы. Осыдан бір апта бұрын Синегория баскетбол клубының қыздары тиісті жалақыларын ала алмай жүр деген бейнежазба желіде ескен болатын. Ал бұл мәселенің ақ-қарасын ажырату мақсатында біз Казспорт алаңында бірнеше тараптың өкілдерінің басын қостық. Бүгінгі студияда менімен бірге әріптес болатын Дидар Есімов студия қонақтарын таныстыра кетсін. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ситуация, которая действительно становится классической для казахстанского профессионального спорта. Очередной спортивный клуб, очередные долги перед спортсменами. Неоднократно здесь, в этой студии, в рамках программы «Казспорт Алаңы» мы обсуждали подобные проблемы. И вот сегодня очередной такой случай. Хочу для начала представить гостей. Сегодня с нами в студии Салтанат Селикбаева, экс-игрок профессионально-спортивного клуба «Синегория», баскетболистка. Салтанат, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Спасибо, что отозвались на наши просьбы, на наше обращение. И руководитель управления по делам физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев. Асет, здравствуйте, рада вас видеть. Представитель профессионального спортивного клуба «Синегория» Ольга Белодед. Ольга, также приветствуем вас здесь. Здравствуйте. Мой коллега-журналист Бек Тулев. Бек, очень приятно видеть вас здесь. Ну и Самат Карбаев, спортивный директор ПСК «Синегория», также сегодня с нами. Бұл мәселенің барлығы ең басында қыздардың әлеуметтік желілердегі басқарма басшылығына, жалпы спортқа жанашыр азаматтардан көмек сұрау мақсатында тараған болатын. Ендеше ең басында біз әңгімемізді бастамас бұрын бүгінгі бағдарламаның тұздығы болсын, қыздардың бейне жазбасын тамашалап алайық, одан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Здравствуйте. Мы представляли женскую баскетбольную команду ПСК «Синегория» города Кокшетау в чемпионате Республики Казахстан в сезоне 2019-2020 года. На данный момент клуб «Синегория» обанкротился, имея долги перед нами и перед нашим тренером. После того, как мы подписали трудовые договора, клуб сообщил, что у них нет денег содержать команду в городе Кокшетау и оставили нас базироваться в Щучинске. В течение сезона зарплату нам задерживали и отдавали по частям. Долги за 2019 год закрыли только в апреле 2020 года. Мы не получали зарплату с января этого года. У нас у всех свои проблемы, семьи, а мы не можем получить честно заработанные свои деньги. До последнего клуб ссылался на тендер, мол, мы выиграем конкурс и рассчитаемся с вашими долгами по заработной плате. Клуб выиграл тендер, но по непонятным нам причинам управление спорта отменило заявку, и клуб сообщил нам, что денег нет. Мы, игроки, которые честно играли и тренировались на протяжении всего игрового сезона, хотим вернуть свои честно заработанные деньги. И как можно больше внимания хотим привлечь в данном видео, чтобы вышестоящие органы приняли меры. Ну и вот, Салтанат, вы как раз заканчиваете это обращение ваших партнеров по команде. Хочется у вас спросить, как давно это продолжается и почему вы решились на такой шаг, на публичное обращение? Вообще, изначально проблемы с выплатой начались с самого начала сезона. Сезона 19 Да, сезона 2019 года, в сентябре уже мы начали проблематично получать свои деньги. Мы получали по 50%. И сумма скапливалась, в конце концов мы до марта доиграли. Мы не стали подавать в суд, ничего делать, потому что посчитали, что мы лучше выполним все свои контрактные обязательства, и чтобы потом мы были чисты и могли подать в суд. За 2019 год нам долги закрыли в апреле только этого года. Получается, у нас остается 3 месяца до карантина. Клуб говорил, что вот тендер пройдет, мы сейчас его выиграем и перед вами все долги закроем. Тендер должен был проводиться в январе, его отменили, в феврале его отменили и так далее. Он раз 6, я точно не знаю, он объявлялся, отменялся, были разные причины, предлоги. Клуб нас кормил завтраками, мы постоянно звонили, приходили. В конце концов, вот в августе, в сентябре, по-моему, выиграл наш клуб женский, на женскую команду конкурс. Осталось дождаться подписания контракта, мы уже все обрадовались, как говорится, и в конце концов управление спорта отменило заявку. Я не знаю, по каким причинам, аргументируя тем, что нету регламента. Но регламент есть. Давайте об этом, да, сейчас мы еще подробно у Асет Хайратовича спросим. Хочется спросить у вас вот так быстренько по цифрам, сколько всего коллективу должны, сколько это человек, во-первых, и сколько вообще сумма? Можете Вообще озвучить? у нас зарплаты небольшие, мы все игроки Акмолинской области, все воспитанники Акмолинской области.
В общем, вместе с тренером у нас выходит около 5 миллионов. Это за 4 месяца? Да, за 3 месяца. За 3 месяца. За 3 месяца. При условии того, что у тренера самая большая зарплата. Не считая тренера, у нас выходит 3 миллиона. Вы понимаете, что там небольшие деньги и небольшая средняя сумма? месячная зарплата Да, это- обычного человека. Жақсы түсінікті. Енді осы ретте Әсет мырза барлық негізгі сұрақтардың әсіресе әлеуметтік желілерде жолданған негізгі сұрақтың басым бөлігі облыстық спорт басқарма. Бұл проблеманы, бұл мәселені бір жақтайту жолында қандай негізгі жұмыстар қолға алды деді. Бірақ ең басында біз тендер мәселесіне тоқтала кетейікші. Бұл клубтың проблемасының негізі қай уақыттан басталды? Соған тоқтала кетейік. Ну, проблемы клуба начались в начале этого года. В связи с чем? В связи с тем, что действительно проводилось ряд тендеров, конкурсов на оказание услуг по развитию баскетбола как среди мужчин, так и среди женщин. Ну, как вы знаете, тендеры – это же такой способ, это нам государство выделяет деньги, но так как все клубы являются сейчас на данный момент частными, мы напрямую финансировать ни один из клубов не можем. В связи с этим проводится через портал государственных закупок Республики Казахстан проводится конкурс на оказание услуг по определенным видам спорта, ну, в частности и баскетбола тоже. В этом году, да, в январе мы объявили конкурс 15 января, проводился он. На первый конкурс, кстати, хотел бы отметить, ПСК Синегория заявку не подавала. Был один поставщик, в связи с этим конкурс отменился. На второй конкурс были поданы 2 заявки, но одного мы отклонили, а так как один участник также, согласно закону, не может быть объявлен победителем, этот конкурс не состоялся. Затем, после того, как была подана жалоба, вы сами знаете, что это практически около месяца происходит, до практически начала марта все дела нашего рассмотрения конкурса было, итоги подведения итогов, оно было уже на рассмотрении в Департаменте внутреннего государственного аудита. До какого это? Сейчас я вам точно сейчас скажу число. Ну, вы пока смотрите, давайте вот у Ольги спрошу, представителя профессионального спортивного клуба «Синегория». Ольга, то, что Асет Хайратович сейчас говорит, это действительно так, да? Да, то есть вы не участвовали в первом конкурсе, который был в это январе? не совсем так, может быть, не совсем не участвовали. Действительно, буквально за час до окончания срока подачи заявок я открыла очередной раз портал просто, чтобы проверить, все ли в порядке. То есть заявка изначально была подана, все как положено. И действительно для меня стало шоком увидеть, что на тендер была подана 2-я заявка. Ну, есть свои тонкости. Не от вас же, это был другой клуб. Да, ну, понятное дело, а почему вы тогда не подали? Это был другой клуб, да. У вас вот как бы ответственность перед игроками. Да, есть свои тонкости, которые отражены непосредственно в регламенте проведения чемпионата, утвержденном НФБ, и в положении о проведении чемпионатов по баскетболу в Республике Казахстан. Есть там, ну это действительно долго объяснять. Если, в принципе, если интересно, я это объясню. Нет, вкратце, вот в чем причина именно? Мы не ожидали увидеть 2-ю заявку. Ну как? Ну вы профессиональный спортивный клуб, профессиональный частный. Спортивный клуб, вы на этом постараетесь еще и заработать, как говорится, да? Вы принимаете участие в конкурсе. Это же конкурс, это для того, чтобы конкурировать. Да, да? это открытая площадка. Да, это Тут открытая участвуют площадка. могут все. Было принято решение заявку отозвать. Действительно, да, Асет Хайратович совершенно правильно говорит. В данной ситуации со стороны управления, исходя из данной проблемы, какие меры были предприняты после обращения непосредственно руководства клуба и игроков в частности? Что сейчас предпринято и какие шаги в будущем управление спорта видит в решении данной проблемы? На данный момент, к сожалению, на данный момент принято такое решение, что все денежные средства, которые были выделены на баскетбол, мы вернули в бюджет области. Это обстоятельство чем объясняется? Во-первых, конкурсы затянулись, это раз. Это затянулись одно, прошло там 3-4 конкурса, там были тоже нюансы. Конкурс, получается, первый был в январе, а последний был... Вот я посмотрел, закончился 15 апреля. В мае мы повторно, зная, что есть вопросы, объявили еще один тендер для того, чтобы завершить сезон 19-20 и сразу же начать 20-21. Ну, к сожалению, пришло письмо с Федерации баскетбола, что в связи с пандемией, которая началась в марте месяце, в мае все чемпионаты завершили досрочно. То есть по состоянию на 15 марта
кто на каком месте был, на том месте и остался, и никаких мероприятий проводиться не будет. А до этого они нам писали письма, что мы продолжим, вот сейчас пандемия закончится, будем в дальнейшем играть. Мы, основываясь на эти письма, объявили еще один конкурс. Но, к сожалению, после этих писем нам уже объявляться было, ну, то есть на завершение сезона не было смысла и логики, так как мероприятие Но завершилось. это во всех видах спорта такая неопределенность была. Это не то, чтобы вот федерация, да, регламент там долго составлял. Вы были в курсе, что в январе клуб не подал заявку? Насчет января нет, мы не были То есть в курсе. к тому моменту у вас все было оплачено, все было здорово? и вы Нет, как бы нет, готовились? у нас также были проблемы, но до этого такие же проблемы были в клубе. И девочки, им всегда, когда тендер выигрывался, им всегда все долги сразу закрывали. В этом году произошли такая ситуация, карантин и так далее, и так получилось, что мы не получаем свою зарплату. До этого я знаю, что были такие же ситуации, что были проблемы с выплатой. Но можно я еще хочу сказать, закончился же вот карантин, как он идет, да, но все разыграны были, волейбол разыгран. Ну да, Все виды действительно, спорта. во А всех видах почему именно спорта так или баскетбол иначе. не разыгран? Ну, видимо, здесь какая-то исключительная ситуация. Мне хочется вот спросить у представителей клуба Самат. Вы спортивный директор клуба, вы как бы человек ответственный прежде всего перед игроками своего коллектива. При этом вы заявляете, ну, в разговоре с нами до программы, вот мы с Ольгой общались, с вами общались, вы говорили, что очень много проблем, потому что вот у вас какие-то несостыковки, какие-то проблемы с управлением спорта, вы не можете. А здесь выясняется, что тендер вы не подавали. Получается, это вы не доработали, а не управление спорта не выделило деньги, и вот девочки вините управление спорта. Просто я когда общался именно с баскетболистками, они все считают просто корнем зла управление спорта Акмольской Нет, области. можно скажу, мы не считаем корнем. Нам без разницы, кто виноват. Мы не хотим участвовать ни в играх, я не знаю, что там творится. Мы не высоко там никуда не смотрим. Нам главное получить свои деньги. Мы Ну, не знаем, конечно, кто да. виноват, только... Честно отработанные деньги, как мы бы, не за 3 знаем месяца. даже, что там выше творится. Нам главное получить нашу зарплату с учетом того, что у нас там больше 500 тысяч ни у кого нету за 3 месяца. Жақсы, Салтанат, сөз түсінікті. Самат мырза, жаңағы біз бағдарламаға дайындық барысында бірнеше мәселелер айтылды. Бұл жерде облыстық спорт басқармасы тарапынан жасалған бірнеше қателіктер болды деп те тілге тиек етілді. Енді міне тікелей сізде мүмкіндік бар. Қай жерде спорт басқармасының өкілдері сіздерге және қаражатты толығымен алуға кедергі жасады, немесе қандай негізгі проблемалар болды? Соны нақты тоқтала кетейік. Ну, во-первых, я хотел представиться. Вообще, изначально, как бы в данном клубе я был игроком. То есть сначала была создана женская команда в 2000 году. На протяжении 20 лет она выступает и играет в чемпионатах. Занимала очень хорошие места постоянно, были несколько раз призерами. Потом была в 2015 году создана мужская команда. И таких, в принципе, финансовых проблем, можно сказать, что не было. Как стала, то есть, тендерная среда, ну, конкурсы, то есть программа вот эта, начались, ну, проблемы в основном со стороны финансов. То есть раньше было просто, вот мы финансируем, вам дают деньги, и все Да. окей, все Команды нормально. были при управлении спорта, были государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, которые напрямую финансировались с бюджета на области. Но, к сожалению, в 2017 году в связи с принятием постановления о вопросах приватизации 4 наши организации попали в список приватизации, в том числе вот, это был спортивный клуб по игровым видам спорта, в котором был баскетбол, также дворец спорта «Бурабай» и хоккейный клуб «Орлан». Эти 3 организации в 2017 году были ликвидированы, и извиняюсь, на их место пришли уже частники. Ну а разве это не хорошо, что частники приходят? То есть они заинтересованы в том, чтобы заработать, ну как обычно это бывает в позитивной экономической среде, да? Вот Бек, сізден бір сұрақ қойғыңыз келеді. Жалпы осындай кәсіпқой спортта осындай мәселелер қайталана береді да бізде? Жалпы бүгінгі мәселені мына ойыншы Салтанат айтып отқан нәрсесін өзі мысалға 3 миллион теңге деген ойыншылардан соны меніңше ұят нәрсе. Жалпы мен мысалға өзім әуесқой жаңағыдай футбол не ойнаймын, команда құрам, 3 миллион теңге дегенде менің өзім демеуші ретінде тауып алуыма болады да. Ол мынандай акимат жаңағыдай тендер алып мәселелер болып жатқанша ойыншыларды осындай деңгейге жеткізбей 3 миллион теңге деген ол 3 миллион доллар емес қой. 3 миллион теңге дегенде бір облыстың несі спонсор тауып та шешіп тастауға болатын еді. Оның үстінен Ақмола облысының әкімі
Ермек жана Маржықпаев мырза ол кезінде өзі спортты басқарған, өзі боксшы негізі, спортшы. Оның ағасы осы Астананың спортын басқарған. Яғни өзі спортты басқарып отырып, елде осындай облыста спорт туралы мәселе болу меніңше ұят нәрсе, Ақмола облысында. Сосын таңғалатын Ақмола облысында бірнеше игровой командалар бар. Неліктен екенін түсінбеймін. Жаңа баскетболдікі да бар, волейболдікі да бар, хоккейдікі де бар, футболдың әйелдерде и мужской команда екеуі бар. Ана кім Оқжетпес командасын, футбол командасын, Андрей Карповичтің 10 шақты легионер шетелден әкелген. Оның сыртында жаңа евразийский неге кіретін ойыншылар. Футбольный командалар это другой мир совсем. Облыста қаншама ақша футболға бөлініп отыр, ал 5 миллион теңге, 3 миллион теңге баскетболға бөлініп ол ұят нәрсе. Действительно, сосын жаңағы мәселеге айта кетейік, бұл Қазақстанда жаңа профессионализмнің жоқтығы, ненің осындай проблемалардың болуы. Яғни тек қана мемлекеттік бюджетке, жергілікті бюджетке ғана қарап қалып отырып, яғни демеушілермен жұмыс жасамайды, байқалып тұр. Ешқандай қосымша ресурс тіпті қазір 3 миллион теңгені букмекерский конторлардың өзі береді, егер спонсор болып беретінде тартатын болса меніңше. Жақсы, біз осы бүгінгі мәселеге тағы бір тоқтала кетейік. Самат мырза, алып қосарыңыз болады. Я бы хотел, в принципе, точку зрения уделить не то есть долгам, не по зарплатам, так как я тоже, как работник, спортивный директор, с января месяца этого года тоже не получаю зарплату уже на протяжении 10 месяцев. Это как бы, по моему мнению, это на втором плане. Первый план с моей спортивной работы я бы хотел уделить в план конкурса. Как он проводится, по каким критериям и какие документы предоставляются. То есть первое, это прошедшие конкурсы в начале года. То есть после конкурса было выявлено и показано, что другому участнику были подписаны и изготовлены сертификаты на 2020 год, то есть другой организации, которая выступала в этом же тендере. Ну да, ваши конкуренты. Да. Согласно регламента Федерации баскетбола Республики Казахстан. Но это дало им какое-то преимущество или нет? Это как бы... Они же тоже не выиграли конкурс. Это не доводит преимущество. Но при этом это вы говорите про команду Оқжетпес, она участвует в чемпионате. Это дает участие в конкурсе. Но позволяет участвовать в конкурсе? Да, позволяет участвовать в конкурсе. Но согласно регламенту Федерации баскетбола, такие сертификаты даются действующей команде, которая заявлена перед началом сезона. То есть сезон был начат в сентябре месяце. Это хорошо, это регламент, это все здорово, да. Но ситуация же в том, что вы говорите, мы не выиграли конкурс, потому что мы не думали, что будем с кем-то конкурировать. Я правильно понимаю? Вы же совсем другие причины до эфира озвучивали, Ольга. Почему вы молчите? Нет, это не совсем так. Во-первых, мне не дают слова. Нет, вот я вам даю слово, выскажите, пожалуйста. Да, действительно, их конкурсов, тендеров самих было проведено 6 или 7. Последний нами был выигран, но буквально за считанные минуты до заключения договора закупка была отменена. Не мне рассуждать о причинах. Нет, как вы поняли, что он выигран, если потом было отменено? То есть там есть какой-то... Да, был опубликован окончательный протокол итогов, то есть после прохождения уже всех процедур обжалований были поданы жалобы участниками непосредственно госзакупок. После всех процедур обжалований в Департаменте внутреннего государственного аудита был опубликован окончательный протокол итогов, в котором было указано, что заказчик обязан заключить в течение 5 рабочих дней, заказчик обязан заключить договора о госзакупках с... Ну а в чем проблема тогда? Вот Асет Хайрарович, говорят, отменен был конкурс в последний момент, и когда уже люди выиграли якобы. Это так? Он был не отменен, просто нашим управлением было принято решение, да, не подписывать договора ни с мужской командой, ни с женской командой, в связи с тем, что это был 28 сентября, была ситуация такая, что ни один чемпионат еще не начался. И вы, как вы знаете, мы государственное учреждение, мы отвечаем за бюджетные деньги. Я являюсь администратором программы. Но начнется ли чемпионат, даже федерация не знала? Еще не знали на тот момент, да. Были вопросы такие, что мы сделали запросы во все федерации. Даже был пример, тот же Кубок Республики Казахстан по волейболу, 27-го команды заехали в спорткомплекс Жаксы, 28-го им сказали, разъезжайтесь. Ну да. И были моменты, можно я договорю, да, пожалуйста? И были моменты о том, что были риски, что эти чемпионаты не начнутся вообще. Да, регламент был утвержден. Там где-то мы написали, это была промашка, я не говорю, это мои специалисты не увидели, но после того, как мы разобрались, суть не в этих даже регламентах, суть в письмах. 3 федерации прислали письма о том, что чемпионаты пока не начинаются. И
При этом мы, зная, что мы являемся администраторами, мы несем ответственность за бюджетные деньги, и мы рисковали тем, что мы можем не освоить эти денежные средства, мы приняли решение, во-первых, не подписывать эти договоры и вернуть все деньги в бюджет в связи с тем, что могло быть риск неосвоения, и то есть этот момент, что чемпионатов не будет, мы приняли такое Да, решение. это, Асет Хачевич, все понятно. Да. Смотрите, картина у всех для всех один. Хоккей подписали, они играют. У них тоже неопределенная ситуация. Волейбол, их подписали, они играют. У них тоже неопределенная. У всей страны неопределенная ситуация. А у баскетбола именно, у них абсолютно неопределенная, и прям про них мы ничего не знаем, будут они играть или нет. И я хочу сказать, что чемпионат вот недавно был Кубок РК, он вот закончился буквально неделю назад. Да, почему? Другие области их отыграли, конкурсы проиграны, все тренировались, все абсолютно области тренировались, но именно наша Акмолинская область почему-то не тренировалась. Это у меня к управлению спорта вопрос. Ну, я не могу ему, конечно, задать, ну ладно. А другой вопрос у меня к нашему клубу. Когда вы заключали договора, почему вы не рассчитывали свои бюджетные средства? Ну вот, это главный вопрос ко всем профессиональным клубам, почему они не рассчитывают хотя бы на 3 месяца вперед. Это же так просто рассчитать на 3 месяца вперед. Вы знаете календарь сезона, вы знаете свой бюджет на будущее, да, скажем так. Надеялись на авось или в чем дело? Ну, не столько на авось надеялись, сколько подобная ситуация складывается из года в год во всех игровых видах. Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что во всех клубах страны. В связи с тем, что игровой сезон имеет переходящий период, проходит, то есть, допустим, с осени по весну, а финансовый год, он и есть финансовый год. Поэтому всегда конкурсы разыгрываются, допустим, в начале года и разыгрываются на финансовый год, а не на сезон. Мы начинали сезон, действительно, мы начинали сезон 19-20 года, в принципе, ну, будем говорить так, за счет собственных средств предприятия, средства, которые были заработаны за 4 года работы, мы их полностью потратили. То есть нами было заработано порядка 38 миллионов, мы полностью эти средства потратили непосредственно на участие в чемпионате женской и мужской командой. Была возможность выплачивать по 50% заработной платы, да, была. Мы выплачивали и мужской, и женской команде. В принципе, был очень тяжелый такой календарь, много очень выездов, много очень разъездов, очень много средств уходило непосредственно на участие в играх. Мы выплачивали настолько, насколько нам позволяли финансовые средства. То есть мы не говорим, ни сейчас мы не говорим ни игрокам, ни женской, ни мужской баскетбольной команды, что у нас есть деньги, но мы вам не платим. У нас их реально сейчас нету. Все, что было нами заработано, нам пришлось продать какое-то имущество, чтобы загасить часть, допустим, каких-то там долгов. Были, ну, действительно, все, что было заработано. Ну вот, Ольга, до эфира, да, Ольга, можно да. я спрошу, да, до эфира мы с вами созванивались неоднократно, вы в какой-то момент мне сказали, что ваш приезд на эту программу, ну, как бы вас предупреждали, что вам будет еще сложнее, если вы сюда придете. Вы можете сейчас сказать, кто вас предупреждал, Ну, как это случается? Нет. Ну, мне кажется, дело в этом. Вы просто за кадром говорите одно, здесь вы просто Можно как бы скажу? расклады даете, да. Я бы хотела, чтобы Асет Каратович ответил на вопрос, который я говорила, почему на баскетболе отменили. И я знаю, что большинство здесь находящихся может говорить, не сказать какие-то вещи, потому что просто боится за себя, за свое дальнейшее будущее, так скажем. Я не знаю, насколько правда то, что мы знаем. Ну, слушайте, ну, 4,5 миллиона, ну, 5 миллионов, 5 да, миллионов, грубо да. тенге, это не Да, то, из-за вот чего у меня нужно тоже бояться вопрос. о своем Почему будущем. отменили именно баскетбол? Ответьте мне, почему все прошли, а баскетбол отменили? Конкурсы по хоккею и волейболу были подписаны в начале сентября. Тогда, на данный момент, определенный момент, мы от Федерации волейбола и от Федерации хоккея шайбы получили уже графики игр. От Ну да, баскетбольной это действительно федерации так, не это было. мы можем подтвердить, От баскетбольной что вот федерации не у было баскетбольной конкретики. федерации не было И тогда не было никакой. конкретики до 28 сентября, когда мы хотели это сделать. И после этого, я же еще раз объясняю, что для того, Потому чтобы что мы не баскетбол, как бы, потратили они в зале деньги играют, впустую, мы поэтому отказались от этого. Один вопрос, вот буквально один вопрос. Ну, вы же знаете процедуру государственных закупок, да? Вы же знаете, что даже заключенный договор с поставщиком в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения можно расторгнуть. Знаю. Но дело в том, Но вы что решили мы пойти по приняли этому решение пути, да? так, что чтобы не зря заключаться, а потом расторгаться, мы не просто не заключили,
зная, понимая те риски, которые могут Вы в быть. своем праве, Но конечно. регламент же был. Регламент же был, что игры по-любому Можно пройдут. подчеркнуть, да, немного? Самат мырза, тағы бір сұрақ қойып жіберейік. Асет мырза, жалпы түсінікті бұл жерде мәселе айтылды. Енді Ольга ханымның айтуы бойынша, менің түсінігім бойынша, Ольга ханымдардың жаңағы тендерге қатысуға байланысты өзге жаңағы бәсекелестіктің пайда болғаны ол үшін де бір үлкен жаңалық болып тұрған сияқты. Бірақ бұл жерде де ол үлкен сұрақ. Екінші сұрақ өзіңізге. Дәл қазіргі таңда мысалға бір ғана мәселе бар. Қыздардың бірнеше ай көлемінде жалақы алмағаны. Бұл жердегі басты проблема сол ғана болып тұр. Облыстық спорт басқарма тарапынан қыздардың бұл мәселесін шешуіне байланысты қандай да бір шаралар қолданылады ма, әлде жоқ па? Осы сұраққа ғана жауап берсеңіз. Если судить по закону, в рамках закона, на данный момент мы, к сожалению, ничем помочь не можем. В связи с тем, что на каком основании я дам деньги. Мы, другой вопрос о том, что... 5 миллионов это... Я понимаю вот эти вопросы, проблемы, мы никто не отказывается от того, чтобы их надо решать совместно. После эфира, после этого мы еще раз встретимся с девочками, посидим, обсудим, будем искать какого-то спонсора, но хотелось бы подчеркнуть, дело искать спонсоров у частных клубов, наверное, будет проще, чем государство будет искать спонсоров. Еще хочу сказать, мы написали во все инстанции, всем вообще все равно. Мы тоже так, мы не стали в управление спорта писать с девочками, потому что знали, какой нам там ответ дадут. Прокуратура нам сослалась на управление спорта. То есть вы Вообще никто нам ничего не ответил. Да, мы все подавали. Бегали. Мне просто интересно, А почему... клуб вам помогал с этим? Да, мы приходили, они нам все рассказали, они давали нам справки, все документы, которые мы у них просили, они нам все в свободном доступе дали. Они вот говорят, вот все, что вы хотите делать, мы сделаем, мы поможем вам, приедем. Меня больше волнует вопрос, собирается ли наша область выплатить наши долги. У нас... Вам не область должна вам. Нет, вообще, наша область... Могут ли нам помочь, как наша область, управление спорта? Вы же отвечаете за спорт. За счет спонсоров. А у нас нет спонсоров, у нас клубы спортивные в Казахстане не спонсируются частными фирмами. У нас все Этот вопрос, к государственное. сожалению, не ко мне. Вопрос... Да, это вопрос скорее к Ольге. Ольга, что вы предпринимаете для того, чтобы пополнить бюджет клуба и оплатить долг перед спортсменками? Какая работа была проделана? Все-таки с января месяца, помимо тендеров, можно было еще чем-то заняться. Ну, не совсем может быть. Но здесь, знаете, в чем проблема? И самая, наверное, большая наша, даже не проблема, а самая большая, вот просто фатальная ошибка нашего клуба, да, в то, что мы поверили, действительно поверили заверениям, обещаниям, что все будет хорошо, пожалуйста. А когда кто вам обещал? Когда вставал вопрос о том, чтобы в декабре месяце сняться с чемпионата и женской, и мужской баскетбольными командами, да, ну, то есть мы подходили, мы писали обращения, вот у меня их очень много, этих обращений. В том числе мы говорили о том, что давайте снимемся с чемпионата. Потому что, ну, если нету денег, какой смысл вот нам сейчас напрягаться, да, здесь что-то выдумывать и копить долги? Нас убеждали категорически, пожалуйста. Ну, вы можете сказать, кто у вас убеждал? Ну, мы обращались непосредственно в управление, мы обращались к президенту федерации. Обещали, ко мне обращались, действительно. Мы в рамках того, что говорили, да, давайте мы попросим дополнительные деньги, это вопросов нет. И мы обращались и просили дополнительные деньги. Но, к сожалению, бюджет, вы сами понимаете, мы работаем в рамках бюджета. Конечно. Дополнительных денег нам не выделили, поэтому был такой момент. Ну, кто-нибудь может ответить на вопрос? Да. Кто-нибудь поможет девушкам получить честно заработанные деньги? Какие идеи есть у клуба для того, чтобы эту ситуацию решить? Или вы просто говорите, ну нет денег, ну извините, пожалуйста. Нет, мы не дорогие. просто говорим, ну и мы действительно, допустим, у нас в принципе проблема не только женская, у нас проблема и с мужской. Да, с мужской командой была проблема в феврале, также она записали не была, видеообращение. она есть, она до сих пор еще, это пока проблема не решена. Они судятся с вами? Да, сейчас у нас проходят суды непосредственно по взысканию заработной платы и игроками мужской баскетбольной команды. Я так думаю, что женская баскетбольная команда также не за горами. Все это не за горами. Но сейчас какие шаги будут предприняты? Обращения написаны практически во все инстанции. То есть мы пытались обратить внимание на эту проблему с декабря прошлого года. Написано обращение вплоть до администрации президента Республики Казахстан. Ну, в принципе, пока нами, да. И нами тоже. Вот оказывается, и девочками тоже. Бағанадан бері Бек мырза, сіздің өзіңіз пікіріңіз орынды сияқты. Енді 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион теңгеде жеке меншік клуб үшін демеушілердің қаражат арқылы бір күнде, бір сағатта, бір минутта жабылатын қаражат. Өзің бұл мәселеден шешудің қандай жол бар деп ойлайсың? Менше бұл
жаңа клубтың жалпы есть директоры клуба? Да, Он, кстати, не приехал не по состоянию здоровья. по состоянию. Он как по специальности, как спортсмен бывший или как другие? Да, он заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу. Ну, как, Он всю жизнь проработал в просто спорте. осындай спортта жаңағыдай клубтарда профессиональный адамдар жоқ та, басқа саладан келеді. Клуб спорттың ішкі несін түсінбейді, маркетингпен жұмыс істемейді. Жаңағы команданың даже интернетте сайты жоқ, әлеуметтік желіде парақшалар дұрыс емес. Ну, кстати, да, вот Бек точно говорит, в маркетинговом плане очень слабо. Последние какие-то публикации в социальных сетях год назад были. То есть даже тогда, когда у вас еще деньги были, февраль 2019, да, получается, года, вот последнюю публикацию я нашел. Ну, конечно, в такой ситуации остается только надеяться на Нет, управление нужно подчеркнуть, последние официальные публикации в соцсетях были по завершению сезона, то есть весь сезон, когда он продолжался, были все публикации, вся информация была. Как только завершился чемпионат, все закончилось. Все работники, получается, ушли на карантин, и неким это было заниматься. Ну, через онлайн можно, соцсети это не проблема, там УТС, ну как футболда. Да, суть в том, чтобы предпринимать какие-то действия для того, чтобы дополнительный заработок где-то был, чтобы вот таких ситуаций не возникало. Вы можете Немного я вам объясню ситуацию. Да, вот вы говорите онлайн заниматься. Здесь суть идет в том, что даже администрация, не в том, что игроки, администрация с января месяца не получает зарплату. А кто будет этим бесплатно заниматься? Вопрос я не знаю, администрация должна принимать решения для... Я бы хотел, как со спортивного отдела, я хотел бы вернуться все-таки к условию и как проводился тендер и вообще это... участие, то есть организации в этих тендерах. Нет, вы можете конкретно сказать, с чем вы были не согласны? Да, вот я, например, не согласен с последним. Уже не будем возвращаться в предыдущие тендера. Хотел вот вернуться к последнему. То есть в последнем тендере участвовали 3 организации. Из них, которые были мы, Синегория. То есть чемпионат уже был закончен. Есть такое в регламенте, что команды, вновь создавшие, они имеют право только выступать в высшей лиге. Но в национальную лигу они попасть сразу не имеют права. А у нас, то есть тендер в области на бюджетные деньги, которые разыгрываются на чемпионат, они разыгрываются именно, подчеркну, по национальной лиге. А те организации, которые выступали и участвовали в тендере, они даже не играли предыдущие сезоны в высшей лиге. Я посмотрел этот момент. Да. Клуб ОГЧС, он выступал и предыдущий сезон. И на новый сезон тоже заявлен. Это женская команда. Да, женская команда. Ну, женская команда как конкуренты вот клуба Синегория. Но не в этом же проблема, что денег нет. Ну, почему вы все время на это ссылаетесь? Я, например, как спортивный директор в плане этих всех проведения тендеров и знаю весь регламент чемпионата, я ссылаюсь на это. Как был проведен тендер и как он закончился. То есть есть 2 письма из согласования с этими организациями, которые участвовали в тендере. Ну, не считая нас, потому что мы участвовали в предыдущем чемпионате, у нас автоматическое согласование. Но по регламенту, выдавая федерация, выдает согласование тем организациям, которые не участвовали даже в высшей лиге в предыдущем чемпионате. Они дают федерация не регламентирует финансовые вопросы. В следующем сезоне именно в национальной лиге. Это неправильно. В этом плане они дали они сертификат. Я чуть поясню, почему этот вопрос возникает. Одним из требований было согласование с Федерацией Республики Казахстан на участие в чемпионате, именно согласование с Федерацией. Ну, вот о чем мы сам говорим, да, они дают нам письменное согласие, что да, действительно такая команда имеет право принимать участие в конкурсе, так как они им дают разрешение на участие в чемпионате РК среди команд там, национальной лиги. Ну, когда прикладывают документы, мы, как организатор закупок, мы же не видим до последнего, кто какие документы положил. Все это скрывается после вскрытия. Скрыли, письма есть, печать есть, росписи во всех 3 этих одни и те же. Не допустить их к конкурсу мы не имели права, потому что бумага, она легитимна. Ну да. Можно я скажу? Я хочу сказать, за то, что мы не получаем зарплату и не получили ее, ответственны все люди. И управление спорта, и федерация, и наш спортклуб. Но я поняла одно, то что они все
перекладывают друг на друга ответственность. Они все к этому причастны, они все какую-то долю в этом носят. Но они все хотят переложить друг на друга ответственность, и что они такие вот, типа, нас это не касается, делайте, что хотите. И я так понимаю, мы своей зарплаты не добьемся. Нет, будем надеяться, конечно, на положительный результат. Будем надеяться, что все в развитии... Да, была ситуация в Павлодарской области, обратили внимание и действительно сумели найти деньги, там даже сумма была гораздо больше. Я вот все-таки поясню, да, вот вы постоянно задаете вопрос, почему клуб не предпринимает никаких действий. Нет, вы принимаете только меры поучаствовать в конкурсе или не поучаствовать в конкурсе? Нет, все-таки поучаствуем в конкурсе. А у нас еще конкуренты есть. Нет, у нас что-то конкурент есть, не будем участвовать. А потом раз и отменили, и вы такие, ну нету денег, девочки, извините. Но так же не бывает. Не отменили. Я еще раз поясню, что 38 миллионов заработанных средств клубом были потрачены на участие в чемпионате. Это были средства, заработанные клубом. При малейшей сейчас возможности, сейчас действительно складывается такая ситуация, что мы не говорим о том, что мы им не выплачиваем деньги, потому что у нас их нет. Нет, вы в самом начале программы так и сказали, у нас нет денег, поэтому мы не выплачиваем. Нет. Совершенно верно. Я хочу сказать, что мы не поэтому им денег, у нас как будто есть деньги, а мы им не платим. Нет, у нас их действительно нет. И вот на сегодняшний момент, да, мы говорим о том, что без участия управления, допустим, там, акимата Акмолинской области, мы не решим самостоятельно эту проблему. Ну и в том числе, наверное, потому что и управление спорта Акмолинской области, и, ну, акимат, может быть, и нет, конечно, они в том числе частично виновны в сложившейся ситуации. Понимаете? Ольга, еще раз, пожалуйста, напомните, я, может быть, не так вас понял. Вас удивил факт, вот в самом начале программы, участия других субъектов в конкурсе, получается, в тендере. Не столько получается, просто я еще раз дополню, получается, как эта структура уже как бы монополизирована вами, и вас удивил тот факт, что у вас появились какие-либо конкуренты? Это частая ситуация. Можете еще раз пояснить? Это просто наглядный пример такой, очень-очень негативный. Он не столько нас удивил, этот факт, сколько нам, наверное, стало интересно, кто это может быть и с чем это может быть связано, понимаете? Да, действительно, это Асет Каратович здесь совершенно прав. Была подана заявка, все было сформировано, все было готово. Ваш клуб-конкурент, он выступает сейчас в чемпионате, он участвовал вот в кубке, как говорит Салтанат, и они как бы на свои деньги, они также не выиграли конкурс. Да, я это все прекрасно понимаю. Просто там проблема вся в том была, что конкурс был проведен не на участие женской баскетбольной команды, вы сейчас просто намекаете, вы можете как-то конкретизируйте тогда? Да я ни на что я должна конкретизировать, скажите. Бағдарламаның аяқтауына санаулы минуттар қалды. Біздің бағанағыдан айтып келе жатқан негізгі мәселенің бірі бұл проблеманы қалай шешеміз және шешу жолдары. Әсет мырза, қолда қаражат жоқ, бюджеттен мен ойдан алып шығып немесе өзім қалтамнан төлемеймін деген пікірде. Бұл болашақта жаңағы сіздердің өзара диалогтарыңыздың нәтижесінде өз тараптарыңыздан қандай жұмыстар қолға алынуы мүмкін? Сіздің ойыңызша демеушілер немесе болашақ уақыттағы алдағы жоспарлардың, алдағы бюджеттің қаражатынан қарыздарды қайтару? К сожалению, с предстоящих бюджетов мы не можем вернуть деньги, потому что это незаконно. А по поводу спонсоров, мы сейчас, я же говорю, соберемся, еще раз встретимся с девочками, будем думать, будем помогать в любом случае каким-то образом, чтобы, возможно, не все, но частично, чтобы мы не будем просто так сидеть, мы окажем содействие и будем думать, как закрывать эти деньги. Можно вопрос к Асет Каратовичу? Асет Каратович, я бы хотел вам как бы в такой ситуации задать вопрос. Вот на протяжении, вы же работали раньше заместителем, специалистом в управлении. На протяжении 20 лет была команда, существовала, играла. А сейчас в этом году вот так произошло. Вам не жалко игроков? Я ни за кого не говорю, ни за администрацию. Мне просто, я, например, проработал именно в баскетболе 16 лет. И мне, если честно, обидно, то, что сейчас в этом году так произошло. Они все наши игроки. Сейчас где-то кто-то работает, непонятно, кто-то дома сидит. Нет, если так посудить, как вы говорите, за 20 лет, да, действительно жалко, но, к сожалению, к этому привела не только вина, как вы говорите, управления, к этому привела общая наша такая вот ситуация на данный момент. И, как бы ни говорилось, на данный момент, вот сейчас ребята тоже говорят, есть же команда, та же, составленная из тех же воспитанников Акмолинской области, которая чисто за спонсорские средства играет.
Жақсы в женском баскетболе. Ну что ж, Құрметті программа... қонақтар, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Будем надеяться, что проблема вашего салтанат будет решена. И конкретных ответов мы не услышали сегодня, но мы обязательно будем следить за этой ситуацией и будем надеяться, что все решится положительно. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Казспорт алаңында жүздескенше аман, сау болыңыздар.